К памяти Рима Султанова в Беркуте прошел открытый турнир по греко-римской борьбе. Сибайские мамочки проходят испытания на хозяйственность. Илишевские чтения. В Сибайском институте состоялась первая научно-практическая конференция. Вы смотрите новости, в студии Милиш Бердин. Здравствуйте. На минувшей неделе в Сибайском институте БГУ состоялась первая всероссийская научная практическая конференция «Илишевские чтения», посвященная 90-летию со дня рождения профессора, доктора исторических наук Губайдуллы Шариповича Илишева, благодаря которому был объединен большой творческий коллектив преподавателей, сотрудников и студентов. За ходом мероприятия следили мои коллеги. 10 ноября исполнилось бы 90 лет со дня рождения видного государственного и общественного деятеля Башкортостана, ветерана Великой Отечественной войны, крупного ученого-историка Губайдуллы Шариповича Илишева. Он внес заметный вклад в развитие науки республики, становление вузовского образования. Губайдулла Илишев остался в памяти современников как активный деятель науки, опытный педагог и наставник с яркой, богатой и активной судьбой, видный ученый и публицист, как первый профессор Сибайского филиала Башгосуниверситета. Профессор Илишев Губайдулла Шарипович запомнился как человек целеустремленный, дотошный ученый, человек, прошедший большой жизненный путь, имеющий огромный опыт от колхозника, участника Великой Отечественной войны, партийного работника. Весь этот опыт был использован при воспитании студентов, при открытии специальности истории, в развитии института. Поэтому среди студентов, среди преподавателей, среди населения Сибая, Юго-Восточного Башкортостана он является одним из тех личностей, которые заложили основу Сибайскому институту, вузовскому образованию в Башкирском Зауралье. И мы его помним, ценим. Открытие мероприятия началось со слов исполняющего обязанности директора Сибайского института Азата Валеева. В пленарной части с докладом выступили кандидат исторических наук Фуат Сулейманов о деятельности профессора Губайдуллы Илишева в Сибайском институте БГУ, а также доктор биологических наук и профессор Ялиль Суиндуков, доктор юридических наук Рашид Хисматуллин и другие известные ученые. Вниманию собравшихся был представлен фильм, снятый при жизни профессора Илишева. Также с видеоприветствием к участникам конференции обратился российский дипломат в Королевстве Саудовская Аравия, доктор политических наук, кандидат филологических наук, профессор Ильдус Илишев. Большое спасибо всем коллегам отца, кто работал бок о бок с ним, его ученикам, руководству Башкирского университета, ректору Морозскому Николаю Даниловичу, проректору Янбаеву Юлаю Аглямовичу, многим-многим его коллегам за то, что так ответственно, я бы сказал, и с душой отнеслись к дате 90-летию со дня рождения моего отца. Большое вам спасибо. Отец никогда плохо не говорил о коллегах, всегда хорошо отзывался о тех, кто работал рядом с ним, бережно относился к ученикам. Поэтому я в этой связи хотел призвать вас. Относитесь друг к другу с добротой, любите друг друга, поддерживайте друг друга. И, как говорится, вам всем счастья, удачи, мира, самое главное мира. В работе конференции приняли участие исследователи научных и образовательных учреждений, юристы, экономисты, историки, биологи, экологи, математики, фольклористы, лингвисты, литературоведы, педагоги, преподаватели, учителя, воспитатели образовательных учреждений, сотрудники библиотечной системы, представители СМИ, чьи интересы по тематике и направлениям соприкасались с темой конференции. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Радмир Исингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Веселый гул ребятни заполнил спортивный зал школы номер 12 не случайно. Там прошло посвящение первоклассников в ряды детского объединения «Радуга». Мероприятие посетили почетные гости, ветераны Великой Отечественной войны. На днях участница Курской и Сталинградской битв Александра Алексеевна Сидоренкова отметила юбилей – 95 лет, с чем ее и поздравили на торжественной линейке. Подробности далее.
Прием школьников в ряды детского объединения «Радуга» прошел на днях в стенах школы номер 12. Данное движение существует в образовательном учреждении в рамках региональной детской общественной организации «Пионеры Башкортостана» с 2002 года. В 2017 году ему исполнилось уже 15 лет, но оно до сих пор не теряет своей актуальности, поскольку в его основе лежат такие вечные ценности, как воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к своей родине, трудолюбие и уважение к себе и старшим, охрана окружающей среды. Автором этого проекта детского объединения «Радуга» является первый директор нашей школы Виктор Николаевич Шенгаров. Мы стараемся придерживаться этих традиций, но жизнь меняется. Мы стараемся тоже шагать по времени, и поэтому, конечно же, у нас тоже есть новшества. Это, прежде всего, вот флаги отрядов. Это, конечно же, мы поменяли форму галстуков, потому что молодежь у нас растет, и поэтому мы должны шагать ногу со временем. Но традиции этого движения мы сохраняем. Хочу огромные слова благодарности выразить родителям, которые приняли самое активное участие в проведении этого праздника. Именно они являются инициаторами вот этого праздника, и они оказали огромную помощь. Особенно я хочу выразить слова благодарности председателю родительского комитета, члену совета школы, родительского комитета школы Корнеевич Лейсан Наилевне. В ярко украшенном зале собрались не только родители и педагоги, но и гости праздника. В церемонии посвящения приняли участие заместитель главы администрации города по социальным вопросам Гузели Шимгулова, начальник отдела образования Гаяс Хасанов, почетный гражданин Сибая, председатель клуба «Фронтовые подруги» Наталья Кадакова, ветераны Великой Отечественной войны Александра Сидоренкова и Екатерина Попкова. Почетные гости повязали юным пионерам галстуки и сказали слова напутствий. Ирина Оренбургина, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Череда мероприятий, приуроченных ко Дню матери, прошла на минувших выходных. К ряду дебютных фестивалей добавился уникальный национальный конкурс «Супер Келенкай», организованный общественной организацией «Счастливые супермамочки». О том, по каким критериям можно оценить профпригодность невестки, расскажет Екатерина Марочкина. В минувшую пятницу под сводами Дома молодежи за звание суперневестки поборолись 8 претенденток. Оценить по достоинству всех конкурсанток предстояло компетентной судейской коллегии, в которой заседали представители городской администрации и общественных объединений. Пропаганда семейных ценностей – это негласная задача, которая встала перед участницами фестиваля. Замужние девушки продемонстрировали своим примером, что полная и многодетная семья никак не влияет на профессиональное и творческое развитие женщин, а также не выталкивает их из социума. Наша группа ведь направлена на то, чтобы наши девочек, которые в декрете сидят, чтобы развивать их досуг, потому что так как они в заботе о детях, забывают о себе. А тут этот конкурс дает возможность им раскрыться в полной мере, раскрыть свои таланты, расслабиться, отдохнуть душой и телом. Конкурс состоял из нескольких этапов. Классическим открытием праздничного вечера стали выступления участниц с визитками. Девушки познакомились с публикой, рассказав свою биографию на 2 языках, подкрепляя ее фотографиями из личных архивов. Поведали они также о семейных традициях, детях, увлечениях. Кто-то сделал свое выступление творческим. Этапы конкурса также включали в себя хозяйственные критерии оценки, женскую смекалку. Будто золушки, невестки разделяли группы по сортам, отвечали на каверзные вопросы жюри и не стеснялись слов благодарности к матерям своих мужей. У нас мировая хайна, поэтому по первому звонку она приезжает к нам из Янчуров. Это могут подтвердить все мои друзья, все мои знакомые, все мои близкие. Заключительным и, пожалуй, самым занимательным этапом стало дефиле участниц в нарядах с элементами башкирского костюма. Организаторами конкурса тактично были подобраны номинации, главную из которых «Супер Келенкай» получила Айгуль Абубакирова. Женщина как мать и символ красоты. Самая счастливая из женщин та, у которой 2 имени. Первое – любимая, а второе – мама. Истинная красота женщины в кротости ее характера, а прелесть в краткости ее речей. Женщина уникальна, только в ней может биться 2 сердца. Истинное женское счастье в материнстве. Материнство – священная тема, вечная тема источника новой жизни и символ ее продолжения.
Стоит отметить, что подобные мероприятия с этническим колоритом являются отличным подспорьем для поддержки национальных, семейных традиций и обрядов, развития народной культуры в целом. Екатерина Марочкина, Ринат Музафаров, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. И о новостях спорта. На днях в физкультурно-оздоровительном комплексе «Беркут» прошел открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе памяти Рима Султанова. На протяжении 2 соревновательных дней спортсмены из разных городов нашей страны и ближнего зарубежья состязались в упорных схватках за звание лучшего борца в своей весовой категории. Турнир носит традиционный характер и ежегодно повышает свой уровень. Подробнее в сюжете Рината Музафарова. Открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе памяти Рима Султанова – традиционное масштабное мероприятие в спортивной жизни города. Оно проводится при поддержке местной общественной организации «Вперед Сибай», год от года расширяя географию и собирая все более многочисленную аудиторию спортсменов из разных городов страны и ближнего зарубежья. У нас сегодня участвует на соревнованиях 10 команд. Приехали команды Казахстан, Орск, Кумертау, соседние Кизильские, Увелька, Гранитные и команда Сибай. В этом году по годам ограничили, здесь 2005-2007 года рождения участвуют. Но мы в них видим будущее наших борцов. Надеемся, что этот турнир дальше продолжит свое развитие при помощи поддержки активистов нашего города и, конечно же, общественной организации «Вперед Сибай». Торжественное открытие соревнований, организованных на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Беркут», состоялось в присутствии почетных гостей из администрации Сибая, а также представителей Федерации спортивной борьбы республики. Делегаты отметили, что греко-римская борьба является олимпийским видом спорта, и организация подобных соревнований отвечает стратегии развития профессионального спорта в России. Турнир памяти Рима Султанова служит для таких увлеченных ребят очередной ступенью в мир высоких спортивных достижений. В республике греко-римская борьба, она развивается стремительно и успешно. То есть по всем возрастам у нас есть участники первенства России, Европы и мира. И успешно защищают честь республики, я говорю, на европейских и мировых уровнях. Поэтому надеемся, мы идем тихонечко, но думаем, скоро-скоро, в ближайшее время будут у нас олимпийские чемпионы. А в городе Сибай, да, мне приятно приезжать, находиться, смотреть на красивую юношескую борьбу. Отстаивать звание лучшего каждый в своей весовой категории ребятам предстояло в упорных схватках на протяжении 2 соревновательных дней. В первой состоялись квалификационные бои, в результате которых определились основные претенденты на кубок. Для одних участие в турнире – первое серьезное испытание на пути к спортивным вершинам, а для других – совершенствование определенного соревновательного опыта. Кирилл Корнев и Рустам Мухамедьянов, представители сибайской команды под руководством тренера Ильи Рахимгулова, занимаются борьбой с детства, видят залог спортивных побед в регулярных тренировках и уже достигли определенных результатов. У нас в понедельник, среду, пятницу, субботу и по 1,5 часа. А расскажи, как к этим соревнованиям готовился и на какой результат рассчитываешь? Разминались, приемы отрабатывали, боролись, на прогиб кидали. Готовлюсь там хотя бы 2 или 3. Конечно, лучше всего 1. Это мои 3 соревнования. Я участвовал в соревнованиях в Магнитогорске 2 раза, в Сибае 2 раз. И в Оренбурге мы были 1 раз. В сентябре я был не подготовлен, все меня кидали, а сейчас я более собрался и начал показывать хороший результат. Хотелось бы 1 место, но я постараюсь занять 1. Следующий соревновательный день ознаменовался финальными схватками за 1, 2 и 3 места на пьедестале. Помимо опыта и возможности попробовать свои силы на серьезном соревновании, ребята получили грамоты, ценные призы и медали. Сибайские борцы с честью отстояли память Рима Султанова, завоевав абсолютное большинство призовых мест. В копилке наших мальчишек 1 медаль за 1 место, завоеванная Ильдаром Валиевым, и 5 третьих мест. Ринат Музафаров, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.
Это все на сегодня. Смотрите нас завтра в это же время. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч.